Всем привет, меня зовут Данил. А я Саша. И мы продолжаем проект «Этно-девчонки в поисках счастья», в котором мы расскажем о секретах счастливой жизни разных народов. Привет! Меня зовут Люба, и я приглашаю вас в мир чувашской культуры. Любовь – студентка Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова. С детства увлекалась пением, танцами, рисованием. Входила в состав ученического самоуправления лицея. Пробовала свои силы в моделинге, играла в труппе Сарапульского драматического театра. В 2018 году завоевала титул «Мисс Стиль» межнационального конкурса красоты и таланта «Мисс Содружества». Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Добро пожаловать к нам! По старинному чувашскому обычаю мы встречаем гостей с хлебом и солью. Угощайтесь, гости дорогие! Как вкусно! Саша, нравится наше хупло? Давай приготовим вместе. Картошку давай начинай резать, и вот я мясо начну. Начинку мы оставляем на полчаса, чтобы сок немножко выделялся. Секрет нашего куплу — делаем в середине дырочку, чтобы потом налить рассол. А вы знаете, что в Чувашии издревле разводили различных животных? Крупнорогатый скот, кур, овец. Вообще в Чувашии очень много животных. С рогатым скотом у меня отношения не складываются. Белка, дай лапу. Ой, ты моя золотая! Саша, хочу тебя познакомить с одним интересным чувашским обычаем и узнать, каким будет твой жених будущий. Нужно зайти в хлев, поймать барашка и повязать на него ленточку. А потом посмотреть, если барашек будет темный, то значит жених будет темноволосый. Если светлый, то значит блондин. Ну а если пестрый, то жених будет старым. Ну, давайте попробуем. А еще по барашкам можно нагадать пол будущего ребенка. Кто первый подбежит к бутылочке, тот и будет. Если с голубой ленточкой, то мальчик, а если с розовой, то девочка. Люба, предлагаю сделать это тебе. Давай. Я согласна. Саша, чувашские костюмы очень красочные и нарядные.
На основе женского костюма лежит красочное расшитое платье, дополненное фартуком и с поясом. Девушки всегда носили тухью, головной убор носили тухью и нагрудное украшение, которое называется маниста, украшенное блестящими монетами. Незамужние женщины носили конусообразной формы головной убор, тухью конусообразной формы, а замужние женщины носили округлой формы. Костюм мужчин отличался всегда скромностью и простотой. Состоял из рубахи, штаны и пояс. Приглашаю. Леня, выходи, пойдем помогать. У чувашей есть старинный добрый обычай миме. Это когда человек строит дом, приходят соседи, родственники, односельчане помогать. Причем помогают просто бесплатно. И все дружно работают. Хозяин единственное их кормит, поет. Владимир Максимович, в чем для вас секрет счастья? В семье счастье, что существует. Дети, внуки, все это счастье. Вы знаете, для чувашей особым деревом является дуб. Это символ мужества и крепости духа. Мне бабушка в детстве рассказывала, что вот этот дуб, он очень много значит для чувашей, для чувашского народа. Они собираются возле него, и они от него получают очень много сил. Они его обнимают или складывают в него монетки, и им кажется, что они наполняются силой. И мы решили, что в нашей семье тоже будет дуб. Мы облюбовали вот это дерево, к которому приходим часто, обнимаем его, и оно дает нам силу и уверенность в завтрашнем дне. Анатолий Михайлович, что такое счастье? Счастье. Ну, во-первых, вот дочь приехала. Для любого родителя это видеть родное дитя дома после долгой разлуки, это большое счастье. А так я считаю, что счастье это все-таки в душе, чтобы был мир, гармония. Тогда и с окружающими находишь общий язык, доброжелательные отношения. Ну и во всех остальных делах тоже все получается. А вы знаете, что чуваши, они не только работают, они еще и отдыхают с огоньком. Пойдемте в хоровод. Ольга Геннадьевна, в чем для вас заключается счастье? Счастье – это когда желания и мечты сбываются, и когда занимаешься любимым делом. Это сохранение традиций и обычаев своего народа, и стремление передать, познакомить другие народы с нашей культурой. Самое главное – внимание, забота и здоровье близких людей. Теперь поиграем в старинную игру «Бой петухов».
Люба, в чем для тебя заключается счастье? Вы знаете, вот счастье для меня сейчас – это просто быть дома, просто быть в кругу семьи, с близкими мне людьми. Такое счастье. Как же жаль, что сегодняшний день подходит к концу. Но мы обещаем вам, что уже в следующей серии вы попадете в необыкновенное путешествие и знакомство с новой этнодевчонкой. Подписывайтесь на наш канал и группы в социальных сетях. И следите за новостями об этнодевчонках. До встречи! Пусть мы с тобой такие разные и говорим на разных языках, но все мы мечтаем, о счастье мечтаем и верим, все в наших руках. Красивые, добрые и смелые, мы знаем, нам подвластно в жизни все. Мы супер девчонки, этнодевчонки, мы ищем счастье свое.